Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее внутрисетевой роуминг на всей территории нашей страны. Данное нововведение вступило в силу с 1 июня 2019 года. Какие изменения ждут абонентов и операторов связи? На эти вопросы нам ответили специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры с самим Якиным. А ведь Гагры — это тоже роуминг. Был до 1 июня. Сейчас уже звонить откуда угодно можно без роуминга. А все дело в том, что Федеральная антимонопольная служба России поставила перед собой задачу: роуминга на территории одной страны быть не должно. С 1 июня 2019 года все операторы мобильной связи безоговорочно начали выполнять указ президента в сфере телекоммуникации. Важность этой задачи закреплена в национальном плане развития конкуренции. Местонахождение абонента на территории Российской Федерации не будет влиять на стоимость разговоров. То есть в других субъектах Российской Федерации будут действовать те же тарифы, что и в домашнем регионе. Понятие «домашний регион» для звонков, СМС, мобильного интернета утратит актуальность. Под ним будет подразумеваться вся страна. Эта тема стала главной на прошедшем брифинге в стенах Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Ликвидацию роуминга в России ФАС начала в конце 2016 года. При Федеральной антимонопольной службе была создана рабочая группа с участием операторов связи, в рамках которой обсуждали различные сценарии реализации того, чтобы абоненты не доплачивали за связь во время поездок по России. В марте ФАС констатировала, что операторы не предприняли никаких значимых действий для того, чтобы абоненты увидели желаемый результат, и ФАС приступила к расследованию. Детально изучив все аспекты, ФАС выдала предупреждение в отношении операторов большой четверки. Это Мегафон, МТС, Билайн, Теле2. Предупреждение за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. По заключению Федеральной антимонопольной службы, эти действия большой четверки ни экономически, ни технологически не обоснованы. Задача была в том, чтобы роуминга внутри страны у нас не было. После всего вышесказанного возникает вопрос: получается, что если роуминг отменили, цены на услуги связи должны повыситься? Нет, отмена роуминга ни в какой мере не может являться основанием для повышения цен на услуги связи. По факту, со времени отмены роуминга повышение цен было зафиксировано только в январе 2019 году, и это было связано с повышением НДС. Иного повышения цен не было. А какую ответственность будут нести операторы связи, которые не отменили роуминг или снова его могут ввести? В случае, если предполагаемое нарушение будет совершено операторами, занимающими доминирующее положение по состоянию на текущий момент, это МТС, Вимпелком, Мегафон и Теле2, их действия будут рассмотрены на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства. Тогда такое нарушение будет уже квалифицироваться как повторное, а это уже многомиллионные штрафы, оборотные штрафы, возбуждение антимонопольных дел. Ну и напоследок, за 2-3 месяца многие операторы снизили свои межоператорские ставки, создав возможность для снижения абонентских тарифов при нахождении абонента в сети другого оператора. Поскольку в добровольном порядке операторы связи не пошли на отмену роуминга, были возбуждены дела о нарушениях антимонопольного законодательства. И уже с этого момента начались процедуры антимонопольных расследований, которые были завершены в установленный законом о защите конкуренции срок. В результате роуминг был отменен. Яха Евлоева, Магомед Нальгиев, Мовсар Гагиев. Утро Ингушетии.